Анна Кириленко, Аня расскажет нам о вовлечении молодежи Кыргызстана в климатические процессы в стране. Что нужно знать? Нужно знать, что Алтыша смотрит на вас. Спасибо, друзья, спасибо. Действительно, это огромная честь выступать сегодня здесь, на этой шикарной сцене. Итак, давайте поговорим о том же, как мы можем вовлекаться и почему нам это нужно. Почему нужно вовлекаться в климатические процессы. А где кликер? Я что-то не успела взять. Итак, зачем нужно вовлекаться? Ну, во-первых, мир сегодня у красной черты. Действительно, мы подошли к тому, что сегодня практически отовсюду мы слышим, что кризис разный, политический, экономический и экологический. И сегодня мы услышали из выступлений, что действительно экологический, климатический кризис, он нарастает. И для того, чтобы иллюстрировать эти слова, я хотела показать сегодня ужасно интересный слайд. И этот слайд был разработан исследовательским институтом Оксфам. Они определили, что существует ряд границ, ряд больших проблем, да, с которыми сегодня сталкивается человечество. Обратите внимание, антропогенная концентрация аэрозоля, да, химическое загрязнение, изменение климата, повышение кислотности океана, деградация озонового слоя, изменение биохимических циклов, азотного цикла, да, фосфорного, мировое потребление пресной воды, изменение режима землепользования и утрата биоразнообразия. Как вы считаете, какие из этих границ человечество перешло уже в настоящий момент? Есть идеи? Да, говорите. Изменение климата, отлично. Еще. Так, кто готов сказать? Да. Так. Потребление пресной воды, замечательно. Еще? И биоразнообразие. Биоразнообразие. Обратите внимание, сегодня человечество перешло вот эти границы. Да, конечно, изменение климата, да, биоразнообразие, фосфатный азотный цикл. Из-за того, что мы меняем циклы, мы меняем окружающую среду и меняем ее слишком быстро. Никто не может толком адаптироваться к этому. Мы теряем экосистемы, мы теряем ту базу, которая создает условия для жизни на планете. И это самый большой вызов, который стоит сегодня перед нашей цивилизацией. Мы сегодня должны понимать, что изменение климата – это не изолированное явление, и оно затронет все сферы жизни человечества, все сферы жизни молодежи. Нам нужно будет думать, а где жить, чтобы эта жизнь была возможна, чтобы не стать экологическим, климатическим мигрантом. Нам нужно думать, как строить свой бизнес так, чтобы он не разрушился через какое-то время, и мы остались ни с чем. Нам нужно думать о том, каким образом сохранить свое здоровье. И эти вызовы будут стоять перед каждым из нас все серьезнее и серьезнее. Но при всем при этом мы не можем и не должны смиряться с теми прогнозами, которые зачастую говорят, что ситуация необратима. Потому что сегодня мы должны действовать и действовать как можно активно. К сожалению, далеко не все зависит только от нас и от нашего с вами желания, потому что все те, кто здесь, я вижу, я чувствую, да, то, что каждый из нас готов делать этот вклад. Но этого недостаточно. Нам нужно, чтобы все системы общества развернулись к этим вопросам лицом и стали действовать здесь и сейчас, сегодня, потому что времени может не быть. Зачем нам это? Почему мы должны участвовать в изменении климата и в стабилизации климата, да, в этих процессах? Потому что мы не сможем завтра действовать так, как действовали предыдущие поколения. У нас не будет такой возможности. Нам нужно менять свои привычки, нам нужно менять свои действия. И, к сожалению, сегодня мало кто может научить этому. Мало кто может сказать, какие навыки нам понадобятся завтра для того, чтобы выжить в мире. Вы понимаете, что как только мы столкнулись в прошлом году с глобальной пандемией COVID, никто не знал, как действовать, никто не знал, что делать. И нам пришлось нон-стоп входить вот в эту ситуацию, нам пришлось ее менять. И каждый из вас почувствовал всю тяжесть, да, вот этих вот перемен, которые захлестнули нас волной. И таких перемен будет много. К сожалению, они придут на ваше поколение, да, в большей степени на поколение ваших детей. Вам придется быть быстрыми, вам придется быть умными, вам придется знать больше, чем всем другим поколениям, которые жили на этой планете. Вы будете, и мы будем
вести жизнь, которая будет крайне отличаться от жизни родителей, дедушек, бабушек. И в этом смысле, какая она будет, какая, от этого зависит, в том числе, что мы каждый день будем делать, о чем мы будем говорить с нашими правительствами. И мы, как я уже сказала, мы должны осваивать новые знания и компетенции. Что это за знания? Какие компетенции? Мы каждый день должны держать руку на пульсе и думать, ага, наверное, вот это. Мы должны строить себя как перочинные ножики. Мы должны осваивать много всего. Мы должны быть креативными, мы должны быть совместно научиться действовать и так далее. Что значит вовлекаться в климатические процессы? Первое, конечно, нужно начать с себя. И сегодня мы сталкиваемся с тем, что это поколение Z. Вас, дорогие коллеги, друзья, будущее поколение называют поколением Z. И это не просто так, потому что вы родились в ту эпоху, когда появились IT-технологии. И вы не представляете даже, как жить с телефоном, который набирается вот таким образом. Да? Поэтому, спасибо. Поэтому, конечно, вы другие, вы удивительные, вы классные, обалденные. И поэтому нужно, но при этом нужно стоять на наших плечах. Нужно использовать то, что наработали мы, для того, чтобы осознать, а что происходит. Это непросто, да, но тем не менее это возможно. Учиться, учиться и учиться. Понять, что нужно и нужно делать. Сделайте свою шкатулочку, копилочку, да, в которой будет какие-то замечательные вещи, да, кейсы, меры, которые вы можете предпринимать сами на своем уровне, на уровне школ, вузов и так далее. Объединяться и поддерживать друг друга, солидарность. Без этого мы не достигнем ничего. Научиться формулировать свою позицию, научиться говорить с государством на государственном языке. К сожалению, государственный, международный уровень, у них такой птичий язык, да, который достаточно сложно освоить, но тем не менее это возможно. И необходимо, чтобы на этом уровне звучала позиция молодежи. Потому что часто, я скажу вам по секрету, они не думают на слишком долгий период, да, на тот, на который планируете свою жизнь вы. И, конечно, осваивать инструменты и практики участия. Какие это практики? Да их много. Я покажу вам лестницу участия. И лестница участия в том, что, начиная с информирования, вам будут иногда просто давать информацию, просто приглашать для галочки. Но это не то. Нужно участвовать в консультациях, нужно участвовать экспертами, нужно участвовать в планировании, в партнерстве, нужно создавать и реализовывать проекты, нужно брать на себя возможности и те или иные функции, да, нужно не бояться этого. И сейчас наш проект «Устойчивость молодежи к изменению климата» работает над проведением консультаций по национальному определяемому вкладу АНУФ, про который только что говорила Бахтыгуль. Ребята, подключайтесь. На следующей неделе у нас будут, опять же, серия консультаций, и вы можете внести свой вклад. И вы можете сказать, что вы думаете по поводу ОНУФ и какие амбиции должна взять на себя наша страна. Еще я хотела... Дайте плакат. Вот мы принесли вам маленькие подарки. Вы можете взять их вот там. В том числе это о том, как правильно озеленять школы, вузы, ваши дома. Используйте зеленое рядом с вами. Пусть биоразнообразие сопровождает вас на протяжении всей жизни, в каждую минуту времени, потому что именно оно будет поддерживать и позволять нам с вами сделать нашу жизнь более устойчивой. А закончить свое выступление я хотела бы замечательными словами нашего кыргызстанского великого философа Арона Абрамовича Брудного, который сказал когда-то: молодые люди отличаются тем, что они могут стать теми, кого еще никогда не было на планете. Нам важен каждый.